Для многих народов сохранение родных языков аналогично сохранению своей собственной этничности, и для Коми это не исключение. Министерство национальной политики Республики Коми объявляет о старте очередных курсов коми-языка. Занятия будут проходить с 3 февраля по 12 апреля в очном и онлайн-форматах. Занятия очного формата будут организованы в Доме дружбы народов. Кроме того, коми-язык уже появился в Google-переводчике. Многие пользователи заметили, что теперь могут использовать сервис для перевода текстов с коми и наоборот. Осталось уже чуть меньше месяца, когда мы будем отмечать Международный день родного языка 21 февраля. Активисты коми-движения, конечно же, готовятся к этим мероприятиям. Мы будем обязательно писать коми-диктант и на селе, и в городе. Носители коми-языка у нас в основном в нашем муниципальном округе живут в селах. Это наши бабушки, дедушки, папы, мамы. Они очень хорошо владеют языком, но, к сожалению, не молодеют. А вот дети наши уже и внуки, они испытывают уже трудности в изучении коми-языка. Поэтому наша главная задача – это сохранять и поддерживать, умножать коми-язык. Отрадно, что Республика Коми поддерживает нас в этом. Министерством национальной политики Республики Коми объявлено, что в Сыктывкаре начинаются курсы по изучению коми-языка. Они набирают 5 групп и в онлайн, и в очном формате будут изучать коми-язык. Поэтому любой желающий может присоединиться к этому хорошему делу. Также на днях прошла информация, что в Google переводчик добавляется коми-язык, государственный язык Республики Коми. Очень долго ждали, теперь, опять же, каждый пользователь может этим воспользоваться. Дети, молодежь, думаем, что будут активно этим заниматься. Коми-язык сложный, трудный язык, но он очень красивый и мелодичный. Это душа народа. Мы сами разговариваем на коми-языке, поем с Мадаяс коми-песни. И, конечно же, привлекаем как можем молодежь, детей к языку через игровые формы, через мероприятия. И если будет жить язык, будет и народ. Пусть живет и процветает наш родной коми-язык.